ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Как вы поступите, если вам предложат шанс на ценный приз, а взамен нужно только правильно в кавычках проголосовать? Ответить на этот вопрос в реальной ситуации пришлось жителям дома номер 12 по проезду Дружбы. Наталья живет здесь практически всю жизнь. Работой коммунальных служб довольно не сильно. То лампочку поменять не могут, то специалиста для продувки труб днями напролет не дождаться. Девушка рассказывает, что не так давно в доме появился свой совет. Он попытался продумать варианты, как оптимизировать расходы жильцов, и задал вопросы по качеству работы управляющей компании Ухтажилфонда. Однако позднее к людям в двери стали стучаться необычные гости. А по факту вот нам несколько дней подряд приходили женщины и агитировали проголосовать за представителя Ухтажилфонда. Кто это, что это, мы не знаем, но, видимо, вот какие-то у них свои цели. Как сказали женщины, которые ходили с бюллетенями, с лотереями, они сказали, что вот у вас на счету дома около 400 тысяч рублей или около 500 тысяч рублей, я не помню. Вот. И мы вам предлагаем, мы уже рассчитали сумму, как эти деньги распределить на ваш дом, вот, на целый год. Подпишите, пожалуйста, выберите там председателя и так далее. То есть они сказали, что вот мы знаем лучше, как деньгами распоряжаться, которые мы же издаем. Слово «лотерея» здесь звучит не случайно. К бюллетеню прикреплен купон и воззвание «Голосуй и выигрывай». По итогам успешного собрания будет розыгрыш ценного приза. Многие жильцы не попались на эту удочку и принесли чистые бюллетени председателю Совета дома Анатолию Фурману. Именно он задавал неудобные вопросы Ухтажилфонду. Например, по дороговизне санитарной уборки территории и способах понизить цену, а также на другие темы. Но результативного диалога с УК не вышло. Некоторые жильцы дома думают от того, что их председатель боролся за нужды дома, а не пытался подыграть. Изначально все считают, что управляющая компания – это царь-бог и, так сказать, главенствующее положение занимает на этом поприще. Ничего подобного. Мы все, и даже выключая и управляющую компанию, должны работать не для того, чтобы в конечном итоге получать прибыль, а для того, чтобы наш город процветал, чтобы мы, так сказать, если в школе называемся «Жемчужиной Севера», значит, должны этот статус поддержать и чем-то подтвердить. История взаимоотношений жильцов 12-го дома и Ухтажилфонда тянется не первый месяц, но пока без однозначного итога. Анатолий Фурман замечает, что хотел бы показать жильцам, что совет и его председатель не враги, а наоборот заботятся об общей пользе. Вскоре надо будет готовить проект договора на управление домом. Сохранит ли свою позицию УК или ее пора менять? Вопрос, на который ответят сами жильцы. Вероятно, без лотереи и ценного приза это будет не так азартно, но, возможно, в итоге не менее выгодно.